Нерюнгринская центральная районная больница подготовила заявку на необходимое оборудование и капитальный ремонт детской поликлиники. Для составления акта по предстоящей работе обход по больнице провел уполномоченный заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. А следующий репортаж Александры Цибиковой. В Нерюнгринской центральной районной больнице будет закуплено новое дорогостоящее оборудование, в том числе магнитно-резонансный томограф, ангиограф и аппарат для лапароскопических операций на общую сумму 160 миллионов рублей. По результатам анализа были приняты решения о капитальном ремонте детской поликлиники. По данным протокола будут выделены средства в размере 104,9 миллиона рублей. Подготовленный паспорт поликлиники и составленная заявка на оснащение современным оборудованием уже утверждена Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия. Финансирование ожидается где-то, скорее всего, с 3-4 квартала этого года. Да? Со стороны нашего Министерства здравоохранения уже идет работа по софинансированию. После капитального ремонта детской поликлиники Минздравом Республики предварительно одобрена заявка на 17 единиц техники, и самым ожидаемым в районе является аппарат МРТ, с помощью которого можно успешно выявить различные воспалительные процессы и опухоли, нарушения в нервной и кровеносной системах, болезни позвоночника и суставов, что позволит нерюнгринцам существенно сократить время диагностирования заболеваний. Мне приходилось делать МРТ, и для этого мне пришлось ехать в Иркутск. И то, что у нас этот аппарат появится здесь, будет очень здорово. МРТ делали в городе Благовещенске, потому что ближе нету. Никто не делает. Пожилых людей проблемы с позвоночниками, с суставами. Приходится ехать в другие города. Проблемы с деньгами. А здоровье – это главное. Поэтому только положительно, только за, чтобы в городе был МРТ. Безусловно, основным фактором лечебно-диагностического процесса является высокая квалификация врачей, их опыт и профессиональная подготовка. Однако наличие качественного медицинского оборудования позволяет достичь гораздо больших успехов в лечении и профилактике различных видов заболеваний. Александра Цибикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.